Крымский вечер. В Крыму утром 17 августа российские силовики провели 5 обысков в домах крымских татар. Общественное движение «Крымская солидарность» сообщает о задержании 5 человек. Все они ранее выступали в поддержку тех крымских татар, фигурантов дел Хизб ут-Тахрир, которые были задержаны в Крыму ранее. Многие из них уже осуждены. В частности, крымско-татарский активист Рустем Мурасов среди задержанных сегодня. Накануне он ездил в российский город Ростов-на-Дону, где оглашали приговор по алуштинскому делу Хизб ут-Тахрир. С чем связаны обыски в домах крымских татар 17 августа? Чем занимаются крымчане, к которым пришли во вторник российские силовики? Почему они могли попасть в поле зрения ФСБ? Об этом поговорим в эфире радио «Крым Реалии». В студии работает Елена Римовская. Здравствуйте. Напомню, что мы работаем в прямом эфире каждый день с понедельника по пятницу. Наш утренний эфир с 8 до 9 утра, дневной с часу до 2 и вечерний с 18 до 19:00. В эти промежутки времени у вас есть возможность позвонить к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, бесплатный для звонков из Крыма и Севастополя. А 044 490 2905 номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также напомню, что у вас есть возможность смотреть прямые видеотрансляции наших эфиров. Для этого заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там есть возможность оставлять свои комментарии прямо под трансляцией. Только накануне мы рассказывали вам об очередном приговоре по так называемому делу Хизб ут-Тахрир. Накануне это была алуштинская группа. И сегодня, 17 августа, в Крыму новые обыски и задержания. Ранним утром 17 августа движение «Крымская солидарность» сообщило об обысках в домах крымских татар в разных районах Крыма. Как стало известно, спустя несколько часов по итогам следственных мероприятий задержаны 5 человек. В Нахимовском районе Севастополя сотрудники ФСБ России увезли активистов Рустема Мурасова и Рустема Таирова. В Балаклавском районе Севастополя Джибара Бекирова. В Бахчисарайском районе активиста Заура Абдулаева. И в Симферопольском районе Крыма Раифа Февзиева. Все эти люди, как сообщили в Крымской солидарности, крымско-татарские активисты, в частности Рустем Мурасов, накануне ездил в Ростов-на-Дону для того, чтобы поддержать фигурантов алуштинского так называемого дела Хизб ут-Тахрир. Напомню, что 16 августа российский суд осудил их по статьям об участии или организации, террористической организации, и они получили от 12 до 18 лет сроки. По состоянию на сейчас, когда мы работаем для вас в прямом эфире, проходят заседания судов по избранию меры пресечения для некоторых из нескольких из упомянутых нами задержанных активистов. Мы, вероятно, по ходу программы будем знать о том, да, какое решение суды вынесли. Но есть уже предварительная информация от движения «Крымская солидарность», что все эти 5 активистов, у которых проходили обыски сегодня и которые были по итогам этих обысков задержаны, они подозреваются по статье 205.5 Уголовного кодекса России. Это организация деятельности либо участие в организации, которая внесена в перечень террористических на территории России. Напомню, что российское законодательство распространяется на Крым после 2014 года, на Севастополь в том числе. Но мы будем по ходу выяснять подробности. Можно только напомнить, что по этим статьям судят и всех фигурантов уже существующих дел Хизб ут-Тахрир. Касается ли как-то эти дела организации Хизб ут-Тахрир, будем выяснять по ходу. Я вот открыла для себя страницу движения «Крымская солидарность» для того, чтобы быть в курсе того, избрали или не избрали меру пресечения для задержанных сегодня крымско-татарских активистов. Есть сообщение о том, что
в 16:00 в Киевском районном суде Симферополя должен был начаться суд по избранию меры пресечения Раифу Февзиеву. А в 17:30 в Ленинском районном суде Севастополя должно было начаться заседание по избранию меры пресечения Рустему Таирову. И в 16:30 Ленинский районный суд Севастополя должен был избрать меру пресечения Джибару Бекирову. Ну вот, ждем каких-то результатов. Что можно рассказать об этих людях, которые фигурируют в списке тех, кому приходили с обысками, тех, кого задержали по итогам этих обысков? Расскажу вам то, что мы знаем на основании материалов движения «Крымская солидарность». Итак, Раиф Февзиев, 41 год, имам, проводил молебны в поддержку крымских политзаключенных, посещал судебные политически мотивированные процессы. Об этом пишет активистка Крымской солидарности Лутфия Зудиева. Цитируем ее пост в Фейсбуке. Кроме того, Раиф Февзиев в рамках проекта для детей политзаключенных «Крымское детство» проводил мероприятия среди мальчиков. Сам он из Симферопольского района Крыма, село Строгановка. В 51 год крымско-татарскому активисту Джибару Бекирову посещал коллективные молебны, судебные заседания, помогал семьям политзаключенных. Село Терновка в Балаклавском районе Севастополя. Заур Абдулаев, 48-летний крымско-татарский активист, активно посещал судебные процессы, коллективные молебны, принимал участие в общественных кампаниях и инициативах. Он из Бахчисарайского района. Рустем Таиров, 51 год, посещал судебные заседания над крымскими татарами, коллективные молебны, организовывал передачи в СИЗО номер 1 Симферополя из Нахимовского района города Севастополя. 49-летний крымско-татарский активист Рустем Мурасов сегодня в 3 часу ночи вернулся из Ростова-на-Дону, куда выезжал для того, чтобы поддержать фигурантов так называемого алуштинского дела Хизбут Тахрир. Принимал участие в общественных инициативах и мероприятиях, систематически посещал судебные процессы по уголовным делам в отношении крымских татар-мусульман. Он фигурирует в рассказе Лутфии Зудиевой как житель Нахимовского района Севастополя, но мы, когда работали над подготовкой этого эфира, обнаружили, что не так давно Рустем Мурасов был героем материала «Крым-реалии». Как оказалось, не так давно он купил дом в Бахчисарайском районе, и когда в начале июля были наводнения в этом районе, Рустем Мурасов рассказывал и показывал нам, да, как выглядело наводнение для его нового дома. В этом доме пока еще его семья не жила, он делал ремонт, но этот дом затопило, снесло часть стены. Давайте послушаем, что тогда нам рассказывал Рустем Мурасов. Мы его недавно приобрели, это переселенческие дома. Уровень воды был практически половина окна, его отчетливо видно, вот эта полоса, которую оставила вода. Причина очень глобальная и очень такая, потому что ранее русло реки все время чистили. Были колхозы, были вот это прикрепленные организации, которые периодически чистили русло реки. От веток, от хлама, от всяких всевозможных загрязнений. И вода свободно проходила. Сейчас этого все не делается, и люди жаловались, очень долго жаловались, показывали на ситуацию, говорили, ну это же будет рано или поздно. Вот за 7 лет проживания в Российской Федерации здесь только делается тогда, и то делается халатно, когда происходит горе какое-то. К слову, как стало известно, вот сегодня на протяжении дня от Крымской солидарности сообщили в движении о том, что во время обысков российские силовики изъяли и часть тех средств, которые были собраны ранее людьми в помощь Рустему Мурасову после недавнего затопления водой его жилища. Вот такая ситуация. Напомню, что мы сегодня рассказываем вам о новых обысках и задержаниях крымских татар в Крыму. О них стало известно рано утром 17 августа. И с нами на связи координатор движения «Крымская солидарность» Дилявер Меметов. Дилявер, добрый вечер.
Добрый вечер. Расскажите немножко нам о вашем сегодняшнем дне. Я знаю, что вы присутствовали и на одном из обысков, и, я так понимаю, сейчас вы присутствуете у одного из судов, где проходят заседания по избранию меры пресечения. Да, сейчас я и десятки людей, приехавшие поддержать сегодняшних фигурантов нового уголовного дела, так называемого уже второго севастопольского дела Хизб ут-Тахрир. В городе Севастополь сейчас в Ленинском районном суде проходит судебное заседание над избранием меры пресечения в отношении двух людей. Это Таирова Рустема и Абдуллаева Заура. Вот. Еще двух фигурантов этого дела, Рустема Мурасова, о котором вот вы сейчас рассказывали, и, извините, Джебаров Бекир сегодня, Бекиров Джебар и Таиров Рустем, а вот Мурасов Рустем и Заур Абдуллаев будут рассматриваться избрание меры пресечения завтра. Нет пока результатов суда, правда? Правильно ли мы понимаем? Пока сейчас адвокат еще находится в здании суда, скорее всего сейчас вот как раз таки и вот происходит избрание меры пресечения. Как только выйдет адвокат, он уже даст соответствующий комментарий и как бы уже, по крайней мере, сделает это публичным, да, в чем суть сегодняшнего вот этого уголовного дела. Но мы упоминали сегодня о том, что вот эти же статьи 205.5, первая или вторая часть этой статьи, они фигурируют и в так называемых делах Хизб ут-Тахрир. Уже известно, что как-то связывают задержанных сегодня с деятельностью этой организации, или пока еще без подробностей? Да, во-первых, тенденция, которая уже сложилась вот уже, можно сказать, более 6 лет, то в отношении крымских татар и мусульман практически в 95% именно практикуется вот эта статья 205.5. Это очень удобная статья для того, чтобы изолировать людей из общества, да, навесив ярлык вот этот вот терроризма и так далее. И само постановление суда, без которого невозможно проведение обыска со стороны Федеральной службы безопасности. Там уже в постановлении написано, что в отношении этих людей возбуждается уголовное дело по статье 205.5. Да? Вот у Бекирова Джебара первая часть этой статьи, а у остальных троих фигурантов у них вторая часть. То есть это очередная новая группа, как я и сказал, да, скорее всего, будет она называться как вторая севастопольская группа. Вот то, что, по крайней мере, известно на данный момент. Еще такой вопрос. Смотрите, вот мы упоминали о том, что по данным Крымской солидарности все эти люди, у которых проходили сегодня обыски, которые были задержаны, они все ранее так или иначе проявляли свою гражданскую активность, присутствовали и под судами по крымским татарам, по упомянутым делам Хизб ут-Тахрир. Вы лично сталкивались ли с этими людьми? И вот вы связываете внимание российских силовиков к ним с как раз-таки вот этой общественной деятельностью? Исключительно вот эта вот общественная деятельность, именно их гражданская активная позиция, их небезразличие к тем процессам и проблемам, которые сегодня в Крыму сложились в отношении нашего народа и всех неугодных, именно это и стало причиной вот то, о чем я сказал, изоляции подобных людей из общества. То есть подобные люди для государства, а тем более такого, да, полицейского государства, никогда не были, да, угодными. Поэтому их необходимо изолировать из этого общества, дабы определенный страх посеять, вот эту вот нехорошую атмосферу создать в народе, да, то есть чтобы не было вот этой поддержки, солидарности, отзывчивости, заботы друг о друге. Говоря же лично о моей, так скажем, судьбе, о том, сталкивался ли я, конечно, сталкивался. В особенности, вот так как Севастопольский район, он граничит с Бахчисарайским районом и относительно недалеко расположен. Естественно, вот эти люди, несмотря на то, что они уже, так скажем, среднего возраста, да, там
50 и выше, да, им лет. Несмотря на это, они вот уже 5 лет, если говорить конкретно о нашей семье, вот ровно даже чуть больше 5 лет, как содержится уже в тюрьме мой отец, то вот можно сказать, с первого дня я ощущал поддержку вот этих людей. Эта поддержка проявлялась в посещении ими наших судов, в осуществлении передачек в СИЗО, в участии в всевозможных флешмобов и акций в качестве поддержки и актуализации вот этой вот проблемы, да, связанной с политическими заключенными в Крыму. То есть вот эти люди постоянно принимали участие и не оставались в стороне, да, так скажем, как говоря о моей семье, так и в общем, да, о других, да, политических заключенных в Крыму. Поэтому вот это все и стало, так скажем, основной причиной того, что в отношении подобных людей практикуется вот это вот антитеррористическое, антиэкстремистское законодательство, навешиваются ярлыки, подтасовываются, так скажем, данные какие-либо, есть своего рода фальсификация доказательств, ложь, обман и клевета. Вот все те, так скажем, основы, на которых строятся вообще вот эти все уголовные дела. И десятки лет, которые потом этим людям приходится получать в приговоры, вот, по крайней мере, вчерашний последний приговор, который был вынесен Алушинской группе, это 18 лет, 13 лет. То есть люди, которые, скажем, были в авангарде тех процессов, которые происходят в Крыму, вот результатом вот эти вот сроки, да, мы видим. Дилявер, последний вопрос, очень короткий. А вы для себя, как активист и участник движения «Крымская солидарность», ощущаете ли какую-то угрозу для себя, как для активиста? Вот есть ли среди вас и ваших коллег понимание, что вопросы у российских силовиков, возможно, могут возникнуть и к вам? На протяжении вот всего существования Крымской солидарности, она появилась как естественная вот эта реакция на то, что произошло с нашим народом. Конечно, мы испытывали на себе десятки всевозможных акций устрашения, давления. Это и штрафы были, это и уголовные дела. То есть большинство политических заключенных крымских татар — это активисты, так или иначе, Крымской солидарности. Я в том числе также, мне и выносились и предостережения и так далее. Но есть одна очень важная, так скажем, основа, это та движущая сила, которая движет нами, а это именно то есть вера и надежда на то, что мы занимаемся правильным и верным делом, которое требует от нас наша религия, а именно то, чтобы мы не оставались в стороне в то время, когда люди нуждаются в нашей помощи. Вот эта движущая сила, она позволяет нам, во-первых, стойко преодолевать все трудности, включая и аресты, да, на долгие года. И понимаете, это уже создало определенный иммунитет, что ли, вот как-то так можно сказать, да, который позволяет нам вот продолжать сопротивляться, продолжать бороться за наше право жить на своей земле, соблюдать свою религию, традиции, культуру и так далее. Вот, поняла. В принципе... Поняла. Спасибо вам большое. Это был Дилявер Меметов, координатор Крымской солидарности. Сам он находится сейчас у Ленинского районного суда Севастополя, где проходит заседание по избранию меры пресечения задержанным сегодня Рустему Таирову и Джебару Бекирову. Напомню, мы в эфире нашем сегодня говорим о том, что ранним утром 17 августа прошли обыски у 5 крымских татар. Всех их задержали по итогам этих обысков, и вот как минимум по 3 из них сегодня суд в Крыму выбирает меру пресечения. Пока, я так понимаю, результатов нет. Мы вот по ходу эфира будем, безусловно, следить. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Также вы можете оставлять свои комментарии. У нас под YouTube или Facebook трансляция. К нам присоединяется в эфир адвокат Алексей Ладин, который сегодня представляет уже, по итогам этих обысков интересы одного из задержанных, Заура Абдулаева. Алексей, добрый вечер. Да, добрый вечер. Конечно, добрый.
По той информации, которую я видела, то по мере пресечения для Заура Абдулаева заседание будет завтра, да, 18 августа. Да, именно так. В отношении Заура мера пресечения будет избираться завтра во второй половине дня. Расскажите, пожалуйста, что вам известно о претензиях российских силовиков? Фигурировала информация о том, что это статья 205.5 «Участие в деятельности террористической организации». Можете ли подтвердить? И известны ли какие-то подробности, да, о какой организации идет речь? Ну, насколько мне известно, то есть меня ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела в отношении моего подзащитного и в отношении двух других задержанных, которые задержаны именно в Севастополе. Им инкриминируют участие в организации Хизбут Тахрир Аль-Ислами, которая признана террористической в Российской Федерации, то есть часть 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации. И опять же, насколько мне известно, в отношении Бекирова возбуждено уголовное дело по первой части этой статьи, то есть как организатора ячейки. Расскажите мне, пожалуйста, вот ваш подзащитный Заур Абдулаев, чем он занимался, да, до задержания, и, возможно, у вас уже была возможность с ним пообщаться, как он реагирует, да, на вот эту статью, о которой вы упомянули? Заур является жителем села Холмовка, которое находится близ Севастополя. Он обыкновенный повар в кафе. Инкриминирует ему участие в организации Хизбут Тахрир, которая сформирована в соответствии с постановлением о возбуждении уголовного дела не позднее января 2020 года. Насколько я с ним поговорил и он мне пояснил, он уже на протяжении как минимум 2 лет в Севастополе не был. То есть, собственно, он живет и работает в селе и в том кафе, где он работает поваром. То есть к Севастополю он никакого отношения не имеет. Тем не менее, он, я бы сказал, довольно стойко воспринял тот факт, что его задержали, и мы понимаем, что перспективы правоохранительного ходка весьма печальны, то есть так называемая чертова карусель, да, то есть с большой степенью вероятности, несмотря ни на что в отношении них, если ничего не изменится, будет жесткий обвинительный приговор, тем не менее он весьма стойко все это воспринял. Заур страдает сахарным диабетом. В настоящий момент у него есть определенные лекарства, но, собственно, даже здоровые люди в условиях следственного изолятора с трудом выживают. Тем более люди, страдающие такими хроническими заболеваниями, как диабет. В ходе допроса он четко и ясно пояснил, что никакого преступления он не совершал. Отношения Хизбут Тахрир он не имел и не имеет. И все подозрения и обвинения, которые в отношении него имеют силовики, они беспочвенны и надуманы. Поняла. Спасибо вам большое. Это был Алексей Ладин, адвокат Заура Абдулаева, одного из задержанных в Крыму сегодня крымских татар. Есть последняя информация вот на сайте, на странице Крымской солидарности в Фейсбуке. Сообщение о том, что Ленинский районный суд Севастополя постановил взять Джибара Бекирова под стражу в СИЗО до 10 октября этого года. Всего задержанных 5. Мы упоминали, да, приводили такое небольшое досье по каждому из них, по те данные, которые обнародовало движение «Крымская солидарность». Но можно упомянуть о том, о чем немножко нам сказал Алексей Ладин, что по предварительной информации Джибар Бекиров является подозреваемым по
делу, которое было возбуждено по части 1 статьи 205.5 Уголовного кодекса России. Это организация деятельности, организации, которая признана российским законодательством террористической, и 4 других задержанных крымских татар фигурируют как подозреваемые по части 2 статьи 205.5. Это участие в деятельности организации, которая признана террористической. И, как упомянул Алексей Ладин, то по предварительным данным претензии касаются якобы участия в организации Хизбут Тахрир, да, то есть в этом вопросе довольно-таки предсказуемы были российские силовики. Это не первое подобное дело в Крыму и Севастополе, и тут, наверное, стоит напомнить, да, что такое Хизбут Тахрир. Это международная исламская политическая организация. Она называет своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но сторонники отвергают террористические методы достижения этого. Они настаивают на том, что в таких странах, как Россия, например, они подвергаются политическому преследованию на религиозной почве. В России эта организация была запрещена в 2003 году, внесена в перечень террористических организаций. Стоит отметить, что в Украине эта организация не запрещена. И ранее мы обсуждали вопрос, да, вот этих дел Хизбут Тахрир с российскими правозащитниками, потому что у них очень много вопросов к подобного рода делам Хизбут Тахрир, в частности, к тем делам, которые появились в Крыму после 2014 года. И мы общались на эту тему, в частности, с экспертом Российского правозащитного центра «Мемориал» Сергеем Давидисом. Ранее в этом году он нам объяснял, почему у российских правозащитников возникают вопросы к таким делам и почему признают большинство фигурантов таких дел и всех фигурантов таких дел в Крыму политическими заключенными. Давайте послушаем. Абсолютно типичная, и более того, никаких других ситуаций не бывает. Ни в каком из дел Хизбут Тахрир, которые мы изучали и о которых слышали, ну, то есть это, в общем, значит, что вообще ни в каком не было никогда не только оружия, боеприпасов, приготовлений к каких-то конкретным действиям террористического или даже насильственного характера, но даже и призывов к насилию, обсуждения насильственных действий. То есть то, на основании чего Хизбут Тахрир объявлено в России террористическое, это абсолютно теоретические богословские воззрения, с которыми трудно согласиться. Люди, которые не принадлежат Хизбут Тахрир, светские люди, вряд ли хотят жить в халифате, вряд ли добровольно выберут халифат. Но в той мере, в какой члены Хизбут Тахрир не пытаются силой навязать свое представление об устройстве мира, а рассчитывают пропагандой добиться того, что Аллах внушит остальным людям полезность этой идеи, это их право верить в это, представлять себе идеал общества таким образом. Ни о каком насилии речи нет. Это был российский правозащитник Сергей Давидис, который ранее в этом году объяснял нам, почему правозащитный центр «Мемориал» признает некоторых из фигурантов так называемых дел Хизбут Тахрир политическими заключенными. Преимущественно «Мемориал» считает политическими заключенными всех фигурантов так называемых дел Хизбут Тахрир в аннексированном Крыму. После небольшой паузы продолжим. Крымский вечер. Каждый будний день в 18 часов подключайся к итоговому эфиру. Елена Римовская перед микрофоном. Повод у нас сегодня для эфира – это новые обыски и задержания крымских татар в Крыму. Как стало известно нам в процессе эфира, всем 5 задержанным крымчанам, крымским татарам вменяют либо участие, либо организацию террористической организации. В их случае речь идет об организации Хизбут Тахрир, которая была признана террористической в России в 2003 году, и после 2014 года этот запрет и такое трактование деятельности этой организации распространяется и на аннексированные Крым и Севастополь. К нам присоединяется в эфир российский адвокат Николай Полозов. Николай, добрый вечер. Здравствуйте. У вас много опыта по работе с Крымом после 2014 года. Ваш вывод, да, что стоит за этими обысками и задержаниями? Ну, безусловно, стоит попытка запугать крымско-татарское население в оккупированном Крыму.
для того, чтобы они абсолютно даже подумать не могли о том, что может быть деоккупация, что они могут снова оказаться на своей свободной родине. И это такой вот элемент точечных репрессий, направленных на тотальное запугивание. Но совершенно очевидно, что российские власти используют как минимум двойные стандарты, потому что, с одной стороны, у них признанная террористическая организация «Талибан» присылает своих комиссаров в Москву и официальные лица, тот же министр иностранных дел Лавров встречается с ними, а посол в Кабуле восторгается. А людей, которые, скажем так, как вот правильно сказал Сергей Давидис, даже не призывают ни к чему. Я уж не говорю про то, что хранят оружие, взрывчатку или применяют их. Их последовательно репрессируют. И буквально это видно, что вот календарь у них стоит. Вот сегодня выносят приговор, значит, завтра можно уже начинать новое дело, новую группу фабриковать. Поэтому никакого другого практического смысла, кроме как закошмаривания жителей Крыма, во всей этой деятельности российские власти не видят. Вижу, что есть упоминание о Талибане и у нас в чате под трансляцией, да, то, о чем вы упомянули. Николай, смотрите, есть уже, конечно, много заявлений украинской стороны по поводу этих обысков и задержаний, но вот в частности и Министерство иностранных дел Украины, и председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, они связывают эти обыски и задержания с предстоящим саммитом Крымской платформы, который запланирован, да, первый саммит на 23 августа. Как вы оцениваете такие предположения? Ну, вполне может быть. То есть, таким образом российские власти пытаются продемонстрировать, что мы не боимся ваших крымских саммитов, вы там ни о чем не договоритесь, и никогда мы вам Крым не вернем. А чтобы продемонстрировать, собственно, вот эту бессильную злобу, они фокусируются на ни в чем не повинных людях и фактически лишают их свободы на длительные сроки, просто чудовищные сроки, по 18 лет. Один еще вопрос. У нас часто звучит вопрос от слушателей, что может сделать Украина, что Украина делает. Мы этот вопрос задаем всегда представителям украинских властей. Сегодня он будет звучать в нашем эфире. Но ваше мнение, как человека, который работает в России, работает с аннексированным Крымом, в частности, с делами подобного, очень похожими, да, такого рода. Как вы считаете, вообще, есть ли какие-либо возможности у Украины как-то повлиять на эту ситуацию? Ну, единственная возможность – это формировать широкую коалицию с западными союзниками, партнерами и совместно с ними создавать для российской власти такие условия, при которых удержание этих людей, незаконное удержание, становится существенно дороже, чем их освобождение. Только при таких обстоятельствах Кремль пойдет на переговоры и будет выпускать людей. Поняла. Спасибо вам большое. Российский адвокат Николай Полозов был с нами на прямой телефонной связи. Я напомню, что в нашем эфире мы сегодня отталкиваемся от новостей о том, что с ранним утром 17 августа прошли обыски у 5 крымских татар, крымско-татарских активистов. И по итогам этих обысков все 5 были задержаны. Сегодня большинству из них суд в Крыму выбирает меру пресечения по предварительной информации, которая появилась уже вот во время нашего эфира, то как минимум по одному из задержанных, Джибару Бекирову, Ленинский районный суд Севастополя уже вынес решение. Он отправлен под стражу в СИЗО до 10 октября этого года. Кроме того, можно напомнить о том, что по предварительной информации он фигурирует в деле по части 1 статьи 205.5 Уголовного кодекса России «Организация деятельности террористической организации». Якобы инкриминируется организация, вероятно, ячейки какой-то Хизбут Тахрир. Эта организация запрещена в России постановлением Верховного суда от 2003 года, и все 4 других задержанных, они проходят уже по части 2 статьи 205.5. Это участие в организации, которая признана в России террористической. Вот к тем аргументам, которые
озвучивал Николай Полозов в нашем эфире, да, ссылаясь в частности на Сергея Давидиса, который у нас звучал. Вот я упоминала уже о том, что накануне буквально мы делали эфир об очередном приговоре по так называемому делу Хизбут-Тахрир. Накануне российский суд вынес приговор по так называемому Алуштинскому делу Хизбут-Тахрир. От 12 до 18 лет колонии строгого режима получили фигуранты этого дела, крымчане, крымские татары. И тогда мы тоже спрашивали у адвокатов накануне, да, вот какая доказательная база у российских силовиков, и они нам говорят о том, что главная, да, отсылка это вот на вот это постановление Верховного суда России, что Хизбут-Тахрир является террористической организацией. При этом по заявлениям адвокатов никаких доказательств того, что кто-либо из задержанных по этому делу занимался террористической деятельностью или готовил какие-то такие акты, доказательств такого по данным нет, да, по данным адвокатов. Что касается реакции украинской стороны, есть уже реакция, в частности, президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил о том, что, цитирую, «Россия снова вопиюще нарушает права человека в Крыму. Это недопустимые преследования, они должны быть немедленно прекращены, а люди освобождены. Мировое сообщество должно надлежащим образом отреагировать на нарушения». Кроме того, прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя сообщила сегодня об открытии уголовных производств по факту обысков, которые российские силовики провели утром 17 августа в домах 5 крымских татар с последующим их задержанием. И к нам в эфир присоединяется начальник отдела прокуратуры Автономной Республики Крым Сергей Турчин. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите нам, пожалуйста, вообще, что может сделать прокуратура Автономной Республики Крым в такой ситуации, да, вот как вы реагируете и по каким статьям откриваєте дела? На даний час розпочато кримінальне провадження за статтею 162, це порушення недоторканності житла, і за частиною 2 статті 146, це незаконне позбавлення волі. Тобто є факт затримання, є факт незаконного обшуку. За даними фактами розпочато провадження по тій інформації, яка була розміщена в ЗМІ щодо обшуків і затримання. І на даний час з'ясовуємо обставини, встановлюємо дані про тих, хто був там, хто проводив ці обшуки, на підставі чого вони проводились, підстави затримання і всі інші дані. За результатами буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру та подальшого розслідування. Але для цього потрібно зібрати всі докази, тому потрібен деякий час. Да, я хотела у вас уточнить как раз по вот этому, да, идентификации людей, которые причастны к таким преследованиям, задержаниям, обыскам. Накануне, когда мы рассказывали о Алуштинском, так называемом деле Хизбут-Тахрир, мы тоже цитировали сообщение прокуратуры Автономной Республики Крым, и в этом сообщении упоминалось о том, что прокуратура сообщила о подозрении старшему следователю Следственного отдела Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю. Я так понимаю, за то, что он причастен, да, к задержанием крымских татар по таким делам. Вообще, есть ли у вас возможность идентифицировать, да, вот этих российских силовиков, и либо же, например, судей, которые потом выносят вердикты по таким делам? Насколько в этом плане вам доступна эта информация вообще? Завдяки допомозі, в тому числі громадських організацій, завдяки допомозі журналістів, факти винесення вироків або прийняття рішень чи дій працівниками поліції, так званими Автономної Республіки Крим, або рішення судів стають загальнодоступними. Ці інформацію ми відповідно перепровіряємо, намагаємося отримати якісь документи і таким чином встановлюємо осіб, які приймали рішення. Відповідно, з врахуванням тих документів, які ми отримуємо, приймаємо відповідно рішення по суті справи. Расскажите нам, пожалуйста, еще как представитель прокуратуры Автономной Республики Крым, вот в чем смысл такого рода дел, учитывая то, что, я могу предположить, да, что старший следователь Следственного отдела Управления ФСБ России по аннексированных Крыму и Севастополя, наверное, находится на территории временно оккупированного полуострова, да, то есть у украинских следственных органов, у органов прокуратуры нет к нему доступа.
Как вот это дело, да, которым вы занимаетесь, которым занимается национальная полиция, как оно может пригодиться, ну, как минимум, потенциально в будущем? Ну, в даному випадку є на сьогоднішній день прийняті зміни до законодавства, є можливість проведення спеціального досудового розслідування за відсутності осіб, які по визначеним законодавством статтям, за відсутності осіб, які вчинили злочини. Відповідно до нашого законодавства, територія АРК Крим є тимчасово окупованою територією, і ми не визнаємо ні окупації, ні того, що вона знаходиться під дією законодавства Російської Федерації. Відповідно, всі дії, які вчиняються там, кваліфікуються за нашими законами і за нашим законодавством. По нашим даним, в разі повідомлення про підозру, ця особа оголошується в розшук, в разі перетину кордону або потрапляння там до інших держав, де за допомогою Інтерполу може бути, наприклад, оголошено в розшук, вона буде затримана і вирішуватиметься питання про її екстрадицію до України та прийняття рішення по ній в суді. Тому, скажімо, можливо, відразу і не буде наслідків затримання там і покарання, але через певний час, коли буде можливість затримати цю особу і доставити її до України і до суду, то буде прийнято рішення вже судом. Або нами, по суті, закінчено розслідування, направлено до суду для притягнення до відповідальності. Последний вопрос уточнения. Правильно ли я понимаю, что вот такие дела по статье 146-162 Уголовного кодекса Украины по итогам обысков или задержаний вы открываете каждый раз, когда появляются новости о том, что такие подобного рода обыски проходят? Да, вот мы, например, в наших эфирах упоминаем о том, что сейчас в списке политзаключенных Украины, да, политзаключенных Кремля больше 100 человек, преимущественно это крымчане, крымские татары, фигуранты так называемых дел Хизбут-Тахрир, то есть по каждому из таких задержаний вы открываете такие дела, да? Так, за всіми цими фактами, якщо нам стає відомо, то ми розпочинаємо кримінальне провадження, відповідно збирається доказова база, проводяться необхідні слідчі дії, і по результатам вже приймається рішення. Якщо в залежності від кожної ситуації, десь швидше, десь повільніше, але встановлюємо тих осіб і, відповідно, намагаємося завершити таким чином, щоб ніхто, той, хто причетний до цього, не уник відповідальності. Поняла. Спасибо вам большое. Это был Сергей Турчин, начальник отдела прокуратуры Автономной Республики Крым. Я напомню, что прокуратура, да, Украинская прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя 17 августа сообщила о том, что открыла уголовное производство по факту обысков и задержаний 5 крымско-татарских активистов, которых российские силовики задержали ранее сегодня, да, 17 августа. Уточнили мы у представителя прокуратуры, да, как вообще вот выглядит эта реакция со стороны украинских правоохранительных органов. Это к вопросу, который часто звучит от наших слушателей, да, что делает Украина в ответ на такие ситуации. Я могу, о чем еще рассказать, успеваю, еще 3 минуты только остается, но тем не менее. Могу рассказать о том, что мы мониторили сегодня на протяжении дня, есть ли какая-либо реакция от так называемого главы Крыма Сергея Аксенова, потому что бывает, что он комментирует как-то подобного рода задержания. Не было пока, по крайней мере, от него реакции, но мы видели, что уже провластные крымские медиа, они уже написали о том, что задержали террористов Хизбут-Тахрир, да, несмотря на то, что никакого решения суда по задержанным людям еще не было. Могу отметить, что было заявление сегодня 9 украинских правозащитных организаций. Они выпустили совместное заявление в связи с этими обысками и задержаниями, и в частности написали такое: сегодняшние обыски не имеют ничего общего с борьбой России с терроризмом. По мнению правозащитников, речь о политическом преследовании крымских татар, которые демонстрируют активную гражданскую позицию. Также мы упоминали о том, что
отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Есть реакция и уполномоченного Верховной Рады по правам человека, реакция Министерства иностранных дел Украины. Все эти заявления вы можете найти на сайте Крым Реалии. Я же только напомню, что по итогам обысков 17 августа задержано 5 человек. Это Раиф Февзиев, Джибар Бекиров, Заур Абдулаев, Рустем Таиров и Рустем Мурасов. Как сообщает движение «Крымская солидарность», все эти люди ранее активно принимали участие в разных мероприятиях движения «Крымская солидарность», в частности, в поддержку тех крымских татар, которые ранее уже были задержаны и фигурируют, да, как подозреваемые или уже осужденные по так называемым делам Хизбут Тахрир. И как стало известно 17 августа, то все 5 задержанных сегодня, в отношении всех них появилась тоже статья об организации или участии в Хизбут Тахрир. Будем следить за развитием ситуации. Для того, чтобы быть в курсе подобного рода историй, заходите на сайт Крым Реалии, ну и подключайтесь к нам в прямой эфир. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.